Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. И сегодня в выпуске. Репортаж из красной зоны ковид-отделения Сухумской инфекционной больницы. Одному из самых молодых отделов Абхазского института гуманитарных исследований, отделу источниковедения, исполнилось 10 лет. Снежная погода приносит энергетикам, работникам Абхазавтодора и МЧС немало хлопот. Какие трудности возникают из-за непогоды и когда ожидать потепления? Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии оставила под арестом обвиняемого в участии в массовых беспорядках 21 января Аслана Тания. Напомним, что ранее по решению Сухумского городского суда Тания была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 15 суток до 23 января. Без изменений оставлено и решение Сухумского городского суда в отношении другого обвиняемого Баграта Сурмава. Рассмотрение кассационной жалобы в отношении еще одного подозреваемого Андрика Инапшба перенесено по его просьбе. Из зала суда репортаж Эсмы Гуландзе. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии планировала рассмотреть кассационную жалобу на постановление Сухумского городского суда в отношении Андрика Инапшба. Напомним, что в отношении Инапшба, обвиняемого по статье 206 части 2, была избрана мера пресечения в виде ареста на месяц. Однако до рассмотрения жалобы сторона защиты заявила ходатайство об отводе судьи Верховного суда Мимозы Цушба. По заявлению адвокатов, Цушба состоит в родстве с работниками органов прокуратуры Абхазии. Прокурор Инар Таркил посчитал данный отвод незаконным и необоснованным и попросил суд отказать в его удовлетворении. Посоветовавшись, кассационная коллегия не удовлетворила ходатайство защиты. Наличие родства судьи Верховного суда Республики Абхазия Цушба с работниками прокуратуры Республики Абхазия Цушба и Цушба не оспаривается. Однако заявителям ходатайства об отводе не представлено доказательств того, что указанные работники прокуратуры Республики Абхазия участвовали либо участвуют в производстве предварительного следствия по данному уголовному делу. Законность ранее принятых судьей Цушба судебных актов не является предметом настоящего судебного разбирательства, в связи с чем основанием для ее отвода признаны быть не могут. Иные доводы заявления адвоката Таня об отводе судьи Цушба кассационная коллегия также не принимает ввиду несостоятельности. Далее суд получил заявление самого Андрика Инапшба, который в данный момент находится на лечении в медучреждении, с просьбой отложить кассационную жалобу, так как он сам хочет принять участие в рассмотрении дела. Данную просьбу суд удовлетворил и постановил перенести разбирательство. Верховный суд также рассмотрел кассационную жалобу на постановление Сухумского городского суда в отношении обвиняемого Баграта Сурмава. Сторона защиты считает меру пресечения в виде заключения под стражу необоснованной и просит заменить ее домашним арестом. Во-первых, мы считаем, что у органа расследования не было оснований для того, чтобы обратиться с ходатайством в суд с такой тяжкой мерой. И суд, принимая решение, сослался на исключительность только то, что вот может он скрыться от органа расследования и воспрепятствовать. Со стороны Сурмава такой попытки не было. Само событие было в декабре, а его задержали в январе. То есть, если какие-то попытки скрыться у него были бы, желание бы скрыться, либо у родственников было бы какое-то желание или боялись бы, что он в чем-то виноват, чтобы он хотел бы скрыться, у него на это было времени достаточно и возможности было достаточно для этого. Но он, поскольку он считает себя невиновным, поэтому он свободно жил, продолжал жить своей жизнью. В свою очередь, представитель гособвинения Нина Надаришвили просит оставить жалобу адвокатов без удовлетворения. А решение Сухумского городского суда прокурор считает законным и обоснованным. Одним из оснований в соответствии со статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса указано, что одним из оснований является тот факт, что гражданин может скрыться. Хотелось добавить, что лицо может скрыться от дознания следствия или суда на первоначальных этапах производства по делу, может свидетельствовать и тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок. Я напомню, что уголовным законом за совершение преступления по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Более того, в настоящее время оперативным службам направлены поручения об установлении других участников преступления. В этой связи гражданин Сурмава, находясь на свободе, может согласовать свою позицию с другими фигурантами дела. Далее, 17 января 2022 года гражданину Сурмава предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 206. Как мы знаем, вину он не признал, от дачи показаний отказывается и со следствием не сотрудничает. И все вышеперечисленные обстоятельства дают основания полагать, что гражданину Сурмава невозможно на данном этапе избрать иную меру пресечения, как заключение под стражу. В итоге кассационная коллегия Верховного суда оставила без изменений постановление Сухумского городского суда о заключении под стражу обвиняемого в участии в массовых беспорядках 21 декабря у парламента Баграта Сурмава. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Общественной палате Абхазии продолжаются консультации лидеров партий и общественных организаций. Встреча прошла без журналистов. По окончании встречи ее участники рассказали об ее итогах. Его надо просто... Со своей стороны мы рассказали, какие усилия делала наша организация для того, чтобы от этого противостояния уйти. К сожалению большому, мы вернулись к тому, с чего начинали. Те материалы, которые у нас были наработаны с марта прошлого года по инициативе, известной инициативе Айтгылара, мы передали сегодня Общественной палате. Убеждены, что наш опыт будет полезен в этом вопросе. И опять же мы говорили о том, что пока мы не научимся, как говорится, садиться за один стол и обсуждать все эти вопросы, которые накопились за последние более 15 лет, пока мы не научимся слышать друг друга, пока мы не снимем напряжение внутриполитическое в обществе, движение вперед невозможно. Новые предложения оппозиции, которые изложены в меморандуме, тоже обсудили, мы их, естественно, поддерживаем. Понимание со стороны участников сегодняшнего разговора мы увидели. И это очень радует. Надеемся, что мы сможем прийти к консенсусу и сможем найти единственно верный выход из сложившейся ситуации. Мы приветствуем такого рода столы переговоров. Мы за консенсус в обществе, мы за то, чтобы решение вопросов у баррикад переходило в русло правовое, политическое. Данный документ, принятый Общественной палатой, мы с ним обязательно ознакомимся на политсовете партии. Свое мнение отдельно председатель политической партии Айтайра, поэтому и по всем злободневным темам, я думаю, отдельно прокомментирует и ответит. Мы завтра еще будем продолжать дальше переговоры, завтра будет встреча еще с интеллигенцией, и в конце мы уже будем выносить на общее обозрение наш меморандум, будут все ознакомлены и будем вносить поправки. Президент Аслан Бжаня поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем. Ему исполнилось 85 лет. Отметив заслуги видного государственного деятеля Республики Татарстан, его волю, мудрость и авторитет, Аслан Бжаня подчеркнул, что Абхазию и Татарстан связывают дружба и давние традиции сотрудничества. Народ Абхазии всегда будет благодарен вам за помощь, которую Татарстан оказывал в один из сложнейших для республики периодов, говорится в поздравлении. Сложная, но не критичная. Такую оценку дал глава Сухума Бистан Эшба ситуации в столице на встрече с премьер-министром Александром Анкваб. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр также выслушал информацию о ситуации в образовательных учреждениях и о процессе вакцинации граждан в столице, представленную Бистаном Эшба и начальником столичного управления образования Астандой Таркил. На сегодняшний день болеют коронавирусной инфекцией 5 учителей и 3 работников дошкольных учреждений Сухума. По состоянию на 20 января 27 сухумских школьников инфицировано COVID-19. 163 педагога и 48 работников образовательных учреждений вакцинировано. 514 человек переболели коронавирусной инфекцией. Всего по Сухуму прошли вакцинацию 11 385 человек. На сегодняшний день в инфекционной больнице проходит лечение около 40 человек с коронавирусной инфекцией. В отделении 4 тяжелых пациентов, остальные средней степени тяжести. В реанимации под кислородом 7 тяжело больных. Из красной зоны ковид-отделения Сухумской инфекционной больницы репортаж наших корреспондентов.
Ежедневный рабочий день врачей начинается с обхода больных. Каждому пациенту здесь уделяют особое внимание. Больных осматривают и спрашивают о состоянии их здоровья. Всю ночь дышал? Всю ночь на животе лежал, и утром сюда желудок закупался курсар для безболеющих. Стрелялся. Пациенты, с которыми нам удалось пообщаться, рассказывают о трепетном отношении всего медперсонала к каждому из них, при этом особо отмечая грамотный подход медиков к лечению. Ну, как своих матерей вот так к нам относятся. Такое я еще не видела. Дай Бог вам всем здоровья, вашим семьям, врачам, санитаркам. Сколько дней вы уже здесь лежите? 11 день, сегодня чуть встала. А в каком состоянии вы сюда попали? Я не могла ходить, задыхалась. Температура высокая. Ну что здесь делают эти врачи, эти санитарки, медсестры? Это надо видеть, девочки. Мы дома сидим, не знаем, что творится. По-вашему, где вы могли заболеть? Вы соблюдали санитарные нормы? Я где-то перед этим была где-то на похоронах. Мне кажется, я там заболела. Я и в России лежала, у меня переливание в Питере. Ну, такое обслуживание я не видела. Я попала с дома прямо. В каком состоянии? Ну, немного там это поражение было, и сразу ложили сюда. И все. С первого дня была немного температура, а потом не было температуры. Все принял. А сейчас как вы себя чувствуете? Все отлично, все хорошо. Он у нас после прививки, поэтому у него еще много дополнительных Я прививался 2 раза. заболеваний. Но он после иммунизации, после прививки, поэтому переносит неплохо. Вообще хорошо переношу. Да. Вообще не было ничего боли. Отношение к нам – это прелесть. Спасибо вам за все. Лариса Чучерина попала в больницу в тяжелом состоянии 1 января. У нее было поражение легких, и она не могла дышать самостоятельно. Сейчас Лариса чувствует себя намного лучше. Женщина неустанно благодарит медперсонал инфекционной больницы за оказанную ей помощь и внимание. Помогли мне сразу. Сделали и капельницы, и уколы, то, что надо. Слава Богу, они меня подняли. Я им очень благодарна всему медицинскому персоналу. А вы вакцинировались уже? Я вакцинировалась в июне месяце. Должна была вот в декабре и не успела. И заболела. Так, сейчас уже, слава Богу, потихонечку начала ходить. И температуры нет. Надеюсь, все будет хорошо. Огромное всем спасибо, девочки. Благодарность огромная всем. От самого главного врача до самого маленького персонала. Ну вот сейчас вы вылечитесь, выйдете и будете делать вакцину? Да, обязательно. Пройдет время, сколько положено, обязательно. И всем советую. Вакцинироваться надо, не надо бояться. Совсем не радужная картина в реанимационном отделении, где лежат пациенты в тяжелом состоянии здоровья. Дышать самостоятельно без кислорода они пока не могут. Но врачи делают все возможное, чтобы помочь им преодолеть кризис. Сейчас среди тяжелых больше пациентов молодого поколения. По словам исполняющего обязанности главврача больницы Астамура Гуния, количество больных коронавирусом вновь начало расти. Молодых людей много стало. Вот, до 35 лет у нас сейчас лежит 5 человек. Вот, и тяжело переносят, к сожалению. А по количеству больных, если так скажем, наверное, просто у нас больница маленькая, мало койко-мест, поэтому мы не ощущаем. Ну, какой-то спад был, вот, буквально недели 2-3 назад. Но вот после вчерашнего ПЦР мы видим, что количество резко прибавилось положительных больных, резко увеличилось. Астамур Гуния рассказал, что в больницу попадают и пациенты, сделавшие вакцину. Однако они легче переносят болезнь. В данный момент у нас лежит вакцинированный 1 человек. Его помимо коронавируса еще основное заболевание – онкология 4-й степени с метастазами в легкие, опухоль. Вот. Но так как он вакцинирован, он очень хорошо переносит, и у него все будет нормально. Кого вы видели, практически они все не вакцинированы. Естественно, в стенах больницы они уже все умнеют, все сожалеют о том, что они все это не сделали. Но, как правило, бывает уже поздно.
Поэтому еще раз обращаемся, еще раз просим, насколько возможно, пожалуйста, вакцинируйтесь. Это на самом деле необходимо. На самом деле они переносят легче. И смертельных случаев практически, вот по Абхазии, по крайней мере, практически нет. Ну, есть, конечно, один случай, вот, который мы знаем, но там были сопутствующие заболевания тяжелые. В очередной раз убедились, насколько тяжелая ситуация в больнице и как непросто приходится медикам, которые ежедневно борются за жизнь пациентов, количество которых, увы, не уменьшается. Каждому из нас стоит задуматься о последствиях беспечного отношения к вакцинации и болезни в целом. Алика Трапш, Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Новоткварчалской центральной районной больнице провели первую хирургическую операцию кесарево сечения. Об этом рассказала главврач больницы Лали Гаргулья. Родился мальчик весом 3 килограмма 600 грамм. Состояние матери и ребенка удовлетворительное. По словам главврача, раньше для проведения таких операций женщин приходилось перенаправлять в Сухум. Сейчас в больнице есть операционный блок, оснащенный новейшим оборудованием, и 2 операционных зала. Есть новые наркозные аппараты и аппараты ИВЛ. Нет проблем и с персоналом. Вопросы развития сотрудничества обсудили премьер-министр Александр Анквабе, руководитель отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Елена Бабиченко. Как отметила Бабиченко, число получателей российской пенсии в Республике Абхазия снижается. Это связано прежде всего с тем, что российская пенсия назначается гражданам, чьи права на пенсионное обеспечение подтверждаются необходимыми требованиями и по срокам до конца 1990 года. В ходе встречи было высказано обоюдное стремление ускорить процесс согласования дополнений в действующее абхазо-российское соглашение по пенсионному обеспечению граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и работу над проектом административного соглашения к нему. Александр Анквабе и Елена Бабиченко также обсудили вопросы улучшения качества взаимодействия представительства Пенсионного фонда России и органов социальной защиты Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Одному из самых молодых отделов Абхазского института гуманитарных исследований, отделу источниковедения, исполнилось 10 лет. О проделанной за эти годы работе, перспективах и планах научного подразделения АБИГИ в репортаже Шазины Ханагуа. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дермитагуля функционирует 9 отделов. Один из самых молодых – отдел источниковедения. Он был создан в январе 2012 года. За 10 лет сотрудниками было опубликовано до 70 научных работ. Все они доступны в электронной версии на сайте Апснотека. Это и документы, это и библиографические указатели, это энциклопедические материалы, это мемуары, воспоминания, материалы по нашей отечественной войне народа Абхазии. В рамках нашего отдела издается работа, периодическое такое историческое издание, которое называется «Альманах». Отдел источниковедения занимается изучением 19, 20, 21 веков, проводит важную работу по восстановлению различных документов первоисточников. По словам заведующей отделом Саиды Возба, для продуктивности необходимо работать в различных архивах и фондах России и зарубежных стран. На сегодняшний день у нас возможность только выхода в Россию, да, то есть мы работаем с московскими архивами, фондами, и у нас вот в рамках нашего отдела нашим сотрудникам также была буквально в 2021 году издана работа по источникам Абхазии. Конечно, хотелось бы расширять свои возможности и не только выходить на российские вузы, институты, но и также, чтобы была у нас возможность работать с Турцией, Италией, потому что у нас есть специалисты итальянского языка, нам необходимы переводчики, османисты, знающие и итальянский, и английский, и испанский, потому что большое количество зарубежных источников, которые необходимо переводить. В отделе трудятся 13 специалистов. Среди них есть и молодые кадры. Коллектив работает слаженно и дружно. Виталий Чамагуа пришел в отдел источниковедения в 2013 году. Очередная, далеко не первая работа научного сотрудника посвящена проблематике абхазской публицистики. У нас журналистика исчисляется с 2019 года. С того времени, вы понимаете, выхода газеты «Апсна». На самом деле не так, потому что у нас были публицисты, которые писали в разных газетах, естественно, Абхазии, Причерноморского побережья.
наши публицисты абхазцы, к тому же были русские публицисты, замечательные публицисты, были даже грузины-публицисты, которые, сейчас не буду перечислять, несколько человек, которые тоже оставили свой большой след. Дело в том, что все эти авторы писали на русском языке. Но это не значит, что если публицистика написана на другом языке, нежели не на абхазском, что это не абхазская публицистика. Главная тематика публицистики. Вот это я пытаюсь доказать в своей книге и сказать о том, что наша публицистика начала свое развитие именно с XIX века. На сегодняшний день у отдела источниковедения АБЕГИ более 7 научных работ находятся в очереди на печать. Шазина Ханагуа, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Министерство экономики намерено усовершенствовать механизм аккумулирования финансовых ресурсов для содержания и развития сети автомобильных дорог. Об этом, в частности, шла речь на совещании с представителями аппарата Кабинета министров, Дорожного фонда, Управления капитального строительства и РУП «Абхазавтодор». Как сообщает пресс-служба Минэкономики, по итогам встречи участникам совещания поручено разработать предложения по увеличению доходов Дорожного фонда и повышению уровня администрирования поступлений. В администрации Сухума под председательством Беслана Эшба состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с добычей криптовалюты и незаконными подключениями к электросетям. Обсуждались показатели потребления электроэнергии в столице. Подробности в репортаже пресс-службы администрации Сухума. Участники первого в 2022 году заседания оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют и незаконным подключением к электросетям отметили, что в связи с резким наступлением холодов практически по всем подстанциям зафиксировано серьезное увеличение нагрузок. В начале года вроде начался без особых проблем, но в связи с наступлением холодов резких у нас пошли по городу проблемы, да, Тимур Иванович? Вот. Практически по всем направлениям идут серьезные нагрузки. Давайте обсудим, какие меры можно на сегодняшний день предпринять для того, чтобы улучшить ситуацию, ее стабилизировать и уйти на минимальное отключение, если это вообще возможно. Запредельные нагрузки на электросети, большое количество обрывов, аварий, выходов из строя трансформаторов, сообщил о довольно-таки сложной ситуации начальник СУЭС Тимур Джинджолия. Проблемные места у нас остаются на сегодняшний день. Это фидер 26 и фидер 17 по станции Сухума. Они настолько перегружены, что мы вынуждены вводить внутренний веер, так называемый. Это значит по час через час подавать людям электроэнергию хоть входит. Какой-то возможности переподключить на другой источник питания, на другой соседний фидер. У нас такой технической возможности нет. На совещании отметили, что населению уже не вмоготу постоянное отключение, и люди и сотрудники СОЭС измучились. Все это время всевозможные обрывы и аварии, которые происходят из-за нагрузок на электросети, в дождь, в снег, в холод, ночью и днем устраняют простые рабочие. Как поделился Тимур Джинджолия, многие из них элементарно простудились, температурят. На этой неделе смогли выйти на работу только 20% рабочих. При этом работа по устранению аварий продолжается непрерывно. Самая тяжелая ситуация с этими двумя фидерами, которые говорили, Сухум-1? Да, Сухум-1. Которые действительно и люди измучились, и наши сотрудники измучились. По мнению начальника отдела энергосбыта СУЭС Жамбулата Аршба, львиная доля увеличения нагрузок происходит из-за обогревателей. Даже в частных домах предпочитают отапливать комнаты электроприборами, нежели затапливать камины и печки, купив дрова на зиму. Потому что так выходит дешевле. А о неудобствах жителей многоквартирных домов им думать не резон. Жамбулат Аршба сообщил о сборе оплат за электроэнергию в ноябре и декабре, а также озвучил годовые показатели. 2021 год общий доход 100 миллионов 301 тысяча 700 рублей. Из них население 45 миллионов 678 тысяч 901 рубль. И индивидуальные предприниматели 16 миллионов 205 тысяч 264 рубля. Коммерческие организации предприятий 38 миллионов 417 тысяч 535 рублей. 2020 год был 82 миллиона 764 тысячи. Разница составляет 18 миллионов рублей.
Участники совещания сошлись во мнении, что только усилением трансформаторных мощностей решить проблему электросети не удастся. Продолжатся рейдовые мероприятия по выявлению оборудования для добычи криптовалюты. Из-за нагрузок перегорают не только фидера, но и взрываются рубильники на 600 ампер, чего раньше никогда не было. Рейдовые мероприятия не останавливаем. Тимур Иванович, Джамбулат, вы слышите меня? Не останавливаем. Работаем и отрабатываем каждый день. Малейший сбой домоуправы, мне сразу говорите. Где, кто, чего, выехал, не выехал. Если, не дай бог, какая-то серьезная авария, понятно. Но работы должны продолжаться. Энергонадзор постоянно участвует в этом процессе. Все. Вышли уже из праздников. Пошли работать. Есть у нас вот география определенная. Вы на местах же знаете, где больше всех выключается, где чаще всего выключается. Вам и виднее должно быть. Им-то по предохранителям и по трансформаторам судить, а вы по людям можете судить. Это главнее, чем предохранитель или трансформатор. Поэтому за вами здесь больше, как говорится, да? Потому что мы справедливо недовольство людей, ничего не скажешь тут. Энергетики фиксируют по показателям фидеров подстанции, в каких районах столицы большое потребление электроэнергии. Совместно с милицией и домоуправами энергетики вновь будут проводить подворовой обход. На совещании обозначили конкретные улицы, где рейдовые мероприятия начнутся с завтрашнего дня. Амра Амичба, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. В этом году в Абхазии выдалась непривычно холодная и снежная зима. Жители республики рады редкой возможности насладиться прекрасным пейзажем, однако энергетикам, работникам Абхазавтодора и МЧС такая погода приносит немало хлопот. Какие у них возникают трудности и когда нам ожидать потепления, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхели. Зима в этом году не перестает удивлять. Снова местами выпал снег, правда ненадолго. Покрытые снегом ветви и веточки деревьев блестят под лучами зимнего солнца и кажутся выточенными из серебра. А заснеженная дорога, конечно, очень красива, но и опасна одновременно. Вот уже 1,5 недели подразделения МЧС Абхазии ведут службу в усиленном режиме. Особое внимание уделяется сложным участкам на основных автотрассах Совы-Ингур и городские автотрассы. Сложные участки, допустим, в селе Нусера или в Ачимчирском районе. Все эти участки мониторят наши сотрудники на предмет необходимости оказания помощи автомобилистам, но, по крайней мере, серьезных происшествий у нас отмечено не было. Буквально вчера 2 автомобиля в районе села Кама наши спасатели вытащили, потому что они не смогли самостоятельно двигаться, и их пришлось буксировать по обледенелой дороге. Были случаи, когда нашим сотрудникам пришлось деблокировать дороги, когда упали деревья от снега. Их распилили оперативно и растащили, и открыли движение. Как добавил Роман Лаби, особое внимание уделяется технике с высокой проходимостью. Дежурная группа и спецтехника всегда готовы к экстренной ситуации – выехать в высокогорное село или привезти оттуда больного. Просим граждан соблюдать скоростной режим, быть осторожным, особенно на таких участках, как, допустим, Верхний Шери или, допустим, кто едет на Рицу, чтобы были очень, так сказать, внимательны. Конечно, предпочтительно, чтобы они ездили на машинах с зимней резиной, потому что на летней резине это чревато ситуациями сложными. И, конечно же, мы призываем быть внимательными наших граждан, потому что участились пожары. Буквально вчера был пожар в Гагарском районе, выгорело чердачное помещение дома. До этого полностью дом сгорел в Сухуме, так что мы просим соблюдать эти все правила и быть очень внимательными как с электроприборами, так и с каминами и печами. В ночь с 18 на 19 января в Рицинском реликтовом парке выпало до 50 сантиметров снега. Сошли 2 лавины. Дорога была закрыта из-за поломки снегоуборочной техники. На данный момент повреждение устранено, дорога очищена. И мы сознательно закрыли эту дорогу. Температура плюсовая днем, а покров снега большой. Это очень опасно. Мы помогаем гаишникам, чтобы не проезжали на летней резине. Как сообщил инженер Абхазавтодора Дамир Шулумба, ситуация на дорогах остается стабильной. В каждом регионе закреплены участки ДРСУ. Нету никаких проблем, нету ни одного участка, где бы не могла проехать машина. Хочу отдельно поблагодарить ГАИ. Именно совместно с госавтоинспекцией мы проводим круглосуточный объезд всех
дорог, и если какие-то небольшие заторы происходят, то они помогают в регулировании дорожного движения. Подобные погодные условия – испытания для энергосистемы республики. В усиленном режиме работают и сотрудники Черноморэнерго. Внимательно следим за погодой в такие дни. И все аварийные службы у нас всегда готовы к выезду. Как вы знаете, у нас опять вышла из строя высоковольтная линия Колдахвара. Это подстанция Мысратяга. Вот. Нам удалось до вчерашнего снегопада сегодня утром восстановить эту линию. Но на данный момент серьезных аварий на территории республики нет. Есть только локальные на местах. Это пофидерные, либо отдельные трансформаторы. Но что тоже не особо хорошо. А в деревнях как обстоят дела? Ну, в деревнях то же самое. Значит, по всем районам, как я сказал, есть вероятность маленьких аварий. Как говорят синоптики, погода в эти дни снова прояснится, но ненадолго. В предгорных и горных районах ожидается мокрый снег, а в выходные дни в столице и приморской части Абхазии пойдет дождь. До конца этого месяца продолжительных ясных дней мы не ожидаем из-за холодного циклона, который стоит у нас и перемещается у нас по предварительным нашим данным 30 января, который нам даст снег. Но это не большие, конечно, относительно, я думаю, что по высоте снежного покрова, тем не менее, конечно, сухой снег мы ожидаем 30-го. Январь нас еще побалует сухим снегом, поэтому те, кто запланировал дальние поездки, должны быть особо бдительны на дорогах. Сария Кварацхель, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Гагарского районного суда. 1 единица. Прием заявлений осуществляется в Министерстве юстиции с 21 января по 3 февраля включительно. За дополнительной информацией обращаться по телефону 229 44 90. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 21 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1 +4, днем +3 +8 градусов. Температура морской воды +10 градусов тепла. На этом информационный выпуск Амшившара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.